Нет, ну вот вообще это Светлана Бондарчук, дорогие друзья, мы сегодня с вами начинаем встречу с замечательным музыкантом, исполнителем, создателем и главным лидером, или как лидером группы Ядха Альбертом Курезиным. Я думаю, его творчество всем вам знакомо, и собрались, в общем-то, здесь все ценители творчества данного исполнителя, музыканта. Поприветствую. Добрый вечер. Вот спешил из Кызыла, сегодня выехали с Новобеда, но оказалась очень тяжелая дорога. По ту сторону гор, которые у нас все известны как Саянские горы, а также другое название встречается в наших языках, наверное, у вас тоже есть Көгмен, по-другому. По ту сторону там была метель, снег, местами очень, дорога полностью была закрыта и ехали как по следам друг друга. Как только перевал сюда переехали, здесь почему-то все по-другому стало. Хотя горы одни, с той стороны чуть-чуть по-другому, а здесь уже солнце светит, уже гололед, и мы даже там в одном месте улетели в кювет, но слава богу все обошлось. А приезжаем по бокам, тут снега чуть-чуть, сухо, тепло. Я так понял, что это был хороший знак, что на родину моих предков со стороны матери, вот специально как-то она ожидала меня. Хотя родина предков моего отца провожала снегом, может быть, не хотела, чтобы я уезжал. Вот. Вот для начала спою песню. Песня о природе, просто о родном крае. Вообще, некоторое время слова этой песни и мелодия были гимном нашей республики Тыва. Вот сейчас такая ситуация, что вроде этот гимн, от него хотят отказаться и принять новый, который соответствует каким-то международным стандартам. У вас в Хакасии, по-моему, что-то подобное тоже существует, насколько я знаю. Ну, понятно, что есть свои каноны в любом жанре.
гимн это получается что тоже что-то такое, к чему надо приделать определенные правила, своды законов. Явление политическое. Да, потому что политика, без нее никуда в нашей жизни. Но это может быть и хорошо, чтобы каждый занимался своим делом и не лез куда не надо. Как, например, вы, да? Распеться. Вообще, я стараюсь использовать по мере возможности тексты малоизвестные, в основном народные, либо какие-то авторизованные интерпретации или переводы либо народных песен, либо с других языков. Вот. Недавно мы записали пластинку, где через тройной перевод удалось написать песню на стихи японских поэтов послевоенного периода. Это самый такой депрессивный период, наверное, был в Японии. Вначале его какие-то англичане нашли эти тексты, перевели на английский, потом через какие-то другие языки, в общем, удалось сделать вариант на русском языке. Я сейчас попытаюсь... Это японских военнопленных? Нет, это были поэты, которые жили в самой Японии, но в основном их творчество пришлось на послевоенный период, то есть после Второй мировой войны, и поэтому мне показалось, что там вот есть такое настроение депрессивное какое-то. Ну и, естественно, когда депрессия, философия и юмор помогает нам выжить. Вот я попытаюсь воссоздать. Это очень просто, сказал мне как-то старый китаец. Если ты поймешь даоизм,
бедный студент, но говорю, согласен с тобой, ты абсолютно прав. Позволь мне пожать твою руку. Если бы зима и огонь в печи, и добрая хозяйка мне дает вторую чашку гуляша.